Дорогие односельчане, приглашенные гости, сегодня в селе Копчак знаменательное событие – митинг в честь открытия памятной доски сыну гагаузского народа, уроженцу села Копчак Горизану Михаилу Афанасьевичу. У каждого народа есть герои. Есть они у гагаузского народа. Один из них, герой из героев, Горизан Михаил Афанасьевич. Судьба его, как и у многих гагаузов, похожа. Вы знаете, что представители нашего народа из Бессарабии переселялись в различные страны, в различные регионы. Мы долго о нем ничего не знали. Еще впервые о нем услышал в 1987 году. В Запорожье был там такой дедушка Степан Ильич Кирчев, корнями из тоже из Копчака. Он рассказывал о Горизанах. Но пока мы не нашли дочерей, семью Горизана, вот они живут сегодня, две дочери в Кабардино-Балкарии и в Пятигорске. Одна из дочерей у нас сегодня в гостях. Сегодня такой день, когда мы обретаем память и знания о нашем герое. Думаю, что эта личность золотыми буквами вписала свое имя в историю гагаузского народа. Вечная память героям гагаузского народа. Спасибо. Право. Открытие почетной доски герою Великой Отечественной войны Горизан Михаилу Афанасьевичу предоставляется депутату Народного собрания Топал Ивану Петровичу, уроженцу села Копчак, дочери героя Великой Отечественной войны Горизан Раисе Михайловне. Воскреснут все наши солдаты, никто из них, верю. Товарищ Горизан, воодушевляя бойцов своим личным примером, 5 раз поднимал их в атаку. Его взвод перерезал Большак и занял населенный пункт Зорька Минской области. При этом взводом захвачено и уничтожено 86 лошадей, 27 повозок, 1 танк, 71 солдат. Кроме того, лично лейтенант Горизан уничтожил 23 фашиста. 5 июля 1944 года награжден ордером Отечественной войны первой степени. Я думаю, что мы все должны помнить на века. В школах, думаю, что должны изучать биографию. Я думаю, что будут издаваться, наверное, кроме той книги о Великой Отечественной войне, что издано 700 страниц, где описываются подвиги наших героев Великой Отечественной войны. Должны издать, наверное, отдельно книгу и описать подробно подвиги нашего земляка и героя, чтобы молодое поколение знали и всегда приходили и поклонялись в память героям. Benim babam настолько прославиться oldu за свои подвиги, за великие подвиги мне своего yaptı. Biz даже hepsini bilmezdik, потому что biz küçücüktük. Açan buradaydık. Sonra buradan gene gittik Кавказа. И вот это переселение было туда-сюда, потому что дед очень любил свою родину, kendi kökleri burada, и его все время брать çekerdi. Уважаемые односельчане, уважаемые гости, уважаемые наши жители, которые приехали сегодня на форум, и отдельное уважение Булгар Степан Степанович. Я историк по образованию, но я никогда не слышал о Горизан Михаила Афанасьевича. Я узнал об этом человеке 2 месяца назад, когда Степан Степанович мне позвонил, приехал, показал свою книгу и рассказал. Я ему очень благодарен за тот труд, который он вкладывает сегодня в существование нашего народа. И когда ко мне обратился Степан Степанович, конечно, во мне были противоречивые чувства. Моя фамилия Горизан. По просьбе Степана Степановича мы пригласили всех аксакалов, горизанов, которые живут в Копчаке сегодня,
Для того, чтобы, может быть, спросить у них, может, они помнят кого-то, знают, чтобы уточнить. Biz bilmeyiz kimden o adam. Biz bilmeyiz. Kaldı mı kökleri burada? Biz bilmeyiz. Но без biliyiz они умерли. В 49 году в Рени он был убит. Он был убит людьми, которые еще остались симпатизировать румынской власти, которые считали, что воевать на стороне Красной Армии это было предательством, преступлением. Он был убит из-за угла и похоронен в селе Табаки. Сегодня его могила там. Мы приложим все усилия, чтобы разыскать его могилу и вернуть в родное село. В жизни всегда есть место подвигам. И в этот день мы, молодое поколение, смотрим на подвиги этого выдающегося человека, выходца села Копчак. И с восхищением я могу сказать, что, несомненно, этот человек пример для нас. Раз, два,